Curbe come se sliva, lente cuiacul malunt, opege lauta mastiva, rende сад маяту. Всем привет, с вами Анастасия Морозова, и я не сошла с ума, и это не заклинание. Это сегодняшнее мое задание для вас, точнее для меня, и мой видеоотчет к 9-му дню нашего флешмоба «Летняя перезагрузка» или 10 шагов за зону комфорта. Сегодня мы все с вами должны были выйти на улицу и подарить людям счастье в виде открыток или воздушных шаров, но так как у нас сегодня весь день идет дождь, и на улицу смысла нет идти, я выбрала себе другое задание. Так, я прочитала для вас стихотворение, и, как вы, наверное, поняли, это не английский, не немецкий, не французский, это эстонский. Это первый куплет из одной из моих любимых эстонских песен. С Эстонией у меня своя история, своя любовь. Скажу, что до сегодняшнего дня я не читала ни разу ничего по-эстонски и не умела говорить. Скажу, что ужасно сложный язык. Я просто сегодня целый день только и занималась, что учила это четверостишие. Я посчитала 14 слов. На припев меня уже не хватило. Полдня я пыталась его прочитать. Выучила только первые четверостишие, и этим, собственно, очень довольна. Очень мне понравился этот процесс, потому что реально мозг кипит, ты слушаешь, еще к тому же сложно песню рассказать как стихотворение. Вы даже можете попробовать на русском языке любую песню, которую вы поете, просто рассказать как стихотворение. Попробуйте. И, как вы видите, у меня закрытые глаза, потому что я сегодня для себя еще выбрала это задание. Несколько обыденных, привычных нам вещей я делала с закрытыми глазами по дому. Это мыла посуду, драла постель, играла с ребенком, кушала, даже ходила пешком по лестнице вместо лифта, это тоже можно засчитать. Завтра у нас с вами день свободных заданий, последний день. Но завтра для меня будет задание сегодняшнего дня. Итак, я жду ваши отчеты. Сегодня я уже прочитала комментарии к этому дню. Позитивные, отличные комментарии, как дарили шарики, дарили открытки собственного изготовления, и как люди становились рядом веселее, добрее, как это было приятно, получить что-то красивое, что-то приятное просто так. Итак, завтра выбирайте себе задания сами, и до встречи завтра в нашем 10-м заключительном видеоотчете.